Нам очень приятно, что вы у нас в гостях. А вообще, я думаю, что в Беларуси любой россиянин, как любой белорус в России, чувствует себя как дома. Вот эти взаимные контакты, они способствуют взаимному обогащению и культурному, да и элементарно интеллектуальному, чтобы мы больше друг друга знали, ездили не куда-то, Бог знает куда, а ездили к нашим братьям в гости и получали и эстетическое, и культурное, и интеллектуальное удовольствие от общения друг с другом. Поэтому у нас на нашем портале будут материалы по итогам Google стола и литературе и мастатстве. Это наша газета, литературная художественная газета наша, одна из которых основных направлений это освещение литературного процесса в Беларуси и за ее пределами. Поэтому еще раз милости просим к нам. И плодотворной работы желаю нашему круглому столу. Журнал «Полымя» – старейший литературно-художественный журнал Беларуси. Он выходит с 22 года. В прошлом году мы отметили 95-летие журнала. И, конечно, он выполняет традиционные все функции литературно-художественного журнала. Это отражение литературного процесса, формирование новой литературной нормы. Сейчас мы, например, готовим номер, посвященный интернет-литературе. И поскольку в Беларуси нет отдельного журнала, который, например, посвящен был отдельно переводам, то журнал «Полымя» выполняет еще и, работает еще и на этой делянке, и одним из наших приоритетных направлений, конечно, является работа с современной литературой самых разных стран. И наша гордость 2017 года — это 2 номера, где мы не просто представили какие-то переводы в рубрике «Голосы свету», а сделали такие полноформатные номера с 70-50 страничным таким блоком, посвященным современной сербской литературе. У нас достаточно активные связи с Сербией. Это не было какой-то такой, что прямо новость, но это какая-то процессуальная такая вещь. И наша самая большая гордость — это румынский номер, потому что у Беларуси не было таких прочных литературных связей с Румынией, и это стало по-хорошему открытием, то, что белорусы познакомились с современной румынской литературой на белорусском языке. Кроме того, журнал «Полымя» является ваковским. Это рубрика «Научные публикации». И мы тоже здесь пытаемся объединить по специальности литературоведения. И мы тоже здесь пытаемся объединить не только научное сообщество Беларуси, но и активно сотрудничаем с самыми разными учеными из разных стран. Сейчас же «Полымя» представляет очень широкую географию. Это переводы из английского, немецкого, испанского. Вот если говорить, например, просто о публикациях за 2017 год, то у нас были и афганские рассказы, и переводы современной русской литературы, и переводы с польского, переводы с азербайджанского, переводы украинской литературы. Интересным открытием были переводы скандинавских народных баллад, которыми занимается профессор из Полоцкого университета. Это его именно тема. Также были переводы с калмыцкого, с китайского и многие другие. И, конечно, как уже говорили, мы стремимся делать и тематические номера. В румынском номере мы назвали это «Румынские сторонки», «Румынские страницы». И сербский номер у нас также был тематический «Сербский гостиниц». Причем гостиниц — это такое белорусское слово, которое при переводе может иметь несколько значений. Гостиниц — это и подарок, сюрприз, и гостиниц — это путь, дорога. Так что тут игра такая с многозначностью. Ну и то, что мы говорили о сюрпризе, он действительно будет. Мы хотели бы передать вам номер нашего журнала «Полымя» за 2015 год. Пересматривая, мы нашли интересную публикацию именно в этой рубрике «Голосы свету», которая посвящена Заки Нуриеву. Предисловие. Да, и переводил его Николай Михайлович Метлицкий, вы об этом знаете. Довольно большая подборка произведений, и также интервью с Николаем Михайловичем Метлицким, которое содержит
и фотографии, где вы присутствуете. Вот, поэтому я думаю, это будет вдвойне приятно. Причем и приятно то, что переводчик Николай Михайлович Метлицкий знает хорошо татарскую литературу, потому как в интервью он приводит как источники вдохновения произведения Булгари, Сараи, Уми Камала, Кула Шарифа и многих других, которые вдохновили его также и на переводческую деятельность, и как он определяет для себя и на оригинальное стихотворное творчество. Мы классический литературно-художественный общественно-политический журнал, но только для молодежи, как авторов и читателей. Проза и поэзия у нас печатается от авторов в возрасте до 35 лет. Есть классические блоги прозы, поэзии, критика, публицистика, и всегда в каждом номере есть переводы. Поскольку журнал предназначен для молодежи и как площадка для реализации творческих способностей молодежи, то практически все рубрики представлены молодежью, сотрудничеством с вузами, со школами, с гимназиями, с колледжами. И даже рубрика «Переводы» построена так, что большинство переводов выполняется молодежью. Это сотрудничество с Минским государственным лингвистическим университетом и со всеми желающими молодыми поэтами, прозаиками, которые владеют иностранными языками, они тоже представляют свои переводы в этой рубрике. Мы тоже, как и журнал «Полымя», посвящаем некоторые номера. В год это несколько номеров, которые посвящены конкретной культуре. Тоже был китайский номер, и расширенно была представлена сербская поэзия в номере, который печатался к книжной выставке Минской международной. И каждый год 8-й номер, августовский, особенно широко представлен переводами с разных языков, литературы разных стран, поскольку этот номер готовится в преддверии Дня письменности, который проходит всегда в первый выходной сентября. Более того, в этом году 8-й номер не просто шире представлен переводами, чем все остальные номера, но он вовсе посвящен переводам. Портал созвучия, пожалуй, из всех присутствующих изданий издательского дома «Звезда» самый молодой. Вот, если я не ошибаюсь, я сама являюсь администратором и редактором этого портала всего месяца 4 еще пока. Вот. Но сам портал существует год из 13-го. Вот, он появился по итогу книжной серии «Созвучие сердец». Вот. И сейчас в концентрированном виде, вот она стоит Сейчас в концентрированном виде на портале созвучия можно найти практически все, что печатается в литературных изданиях издательского дома «Звезда», и помимо этого. Потому что сейчас литературные контакты, связи поддерживаем мы посредством электронной почты, в основном со всеми. Вот. Литераторы получают от нас рассылку, издательства крупные, в принципе, на территории стран СНГ и за границами получают также рассылку. Вот, у вас тоже есть возможность получать эту рассылку, вот, и знакомиться со всеми последними новостями книгоиздания белорусского. Будем ждать с нетерпением ваши произведения, ваших коллег произведения также. Между прочим, отдельной статьей у нас стоит вообще литература народов России. Мы с большим пиететом относимся к национальным языкам, поскольку у нас остро тоже стоит этот вопрос. В Беларуси двуязычие, вот. И в том числе очень много у нас публикуется переводов на белорусский язык. Например, представителей Чувашии, Чечни, Дагестана, Татарстана в том числе. Очень важный момент поддерживать и сохранять, и популяризовать, наверное, на просторах СНГ и вообще в мире. Хотелось бы, чтобы не сложилось впечатление, что все наши журналы, «Полымя», взрослый, «Молодость», молодежный, «Ньюман» русскоязычный, что все они только то и делают, что печатают зарубежную литературу. На самом деле, конечно, основа это белорусская литература. Белорусская литература у нас есть, и литература очень хорошая. Почему зарубежная? Ну, тут много причин, и
может быть, одна из главных, что, к большому сожалению, у нас в Беларуси нету такого журнала, он был когда-то, «Всемирная литература» назывался, который только печатал зарубежных авторов. Сегодня такого журнала у нас нет такой газеты у нас, поэтому вот мы как-то, когда начали на то, что сегодня разговаривали, когда с Карлукевичем говорили, что когда начали проводить международные круглые столы писательские, оказалось, что писателей, не то что там из далеких стран, там из Франции или даже Польши, если брать, но даже из стран СНГ, они не знают современную белорусскую литературу, а мы не знаем современную литературу даже той же России. У нас все это так и закончилось, условно говоря, Астафьевым, Распутиным и вот всем этим поколением. Хотя появились уже достаточно интересные писатели, которые пришли им на смену. Вот это одна из причин, почему начали печатать зарубежных авторов. Ну, потом это, конечно, всегда возможность потом с ними встретиться и, наоборот, продвигать белорусскую литературу. Что касается белорусской, у нас много хороших писателей. Тут просто, если называть фамилии, даже вот немножко все так теряешься, потому что всегда хочется назвать фамилию, чтобы гость, или ты, если в гостях, чтобы назвал фамилию, вот современный писатель, он сказал, да, ну конечно, знаю. Сейчас проблема, я думаю, одна и та же, если говорить о литературе, что в Беларуси, что в России, что в Татарстане или в любой другой стране. Вот серьезная литература, она ушла куда-то на задворки, а перед ней стоит так вот с кулаками массовой литературы, за которой не видно того, что... Но вы получили Нобелевскую премию? Ну, Нобелевскую, да, мы получили. Но, тем не менее, даже если вот сравнивать с тем, что было в Советском Союзе, раньше напечататься в журнале хоть «Наш современник», хоть «Дружба народов», хоть литературная газета, хоть роман-газета, я называю те издания, в которых белорусские писатели, ну, наверное, каждый год точно печатаются. Или этот автор, или тот. Тогда этого было достаточно, чтобы о тебе знали во всем Советском Союзе. Сегодня, где бы ты ни напечатался, даже если книга выйдет где-то в ближнем зарубежье или в дальнем, это в принципе дает очень мало для писателя, для его популярности, как за рубежом, так и в своей стране. Поэтому мы и собираемся, честно говоря, вот, проводим эти круглые столы, фестивали, семинары, как угодно, чтобы все-таки решить одну проблему, если она вообще решаема. Как продвигать серьезную современную литературу? Как не утратить те позиции, которые она в этом мире, в духовной жизни любого народа занимает? Мы знаем вашу историю немного, не так глубоко, как вы. И вы немножко наслышаны об истории татар. У нас история очень сложная, до сих пор очень сложная, очень разноплановый подход к нашей истории. Вот позавчера я открыл канал «Спас» в Казани, и как раз сидели ученые во дворе, да, вот так, и спорили о Золотой Орде. Что это такое Золотая Орда? Что эта Золотая Орда принесла русской культуре и так далее, и так далее. Когда профессора начинают говорить о том, что Золотая Орда — это варварская страна была неграмотная, завоевательская страна такая была. Одни, ну, почти что животные там жили. Я просто чуть не упал. Я являюсь членом Совета по культуре и искусству при президенте Путине. Вот когда вышел фильм «Орда»,
несколько лет тому назад, может быть, вы смотрели, я выступил на этом совете и рассказал, что такое Золотая Орда и какая была тогда Русь. И привел один маленький пример. Татарский поэт Саиф Сараи написал такое стихотворение. Гульдурсун, это имя девушки, кружилась вокруг возлюбленного своего, как земля кружилась вокруг солнца. Это было за 70 лет до рождения Коперника. Это золотоордынский поэт написал так. Вот такой народ, такая страна может быть варварской страной. Первые переписи кто сделал? Золотая Орда сделала. Кто придумал почту? Золотая Орда. Кто современную армию придумал вот в такой системе? Это Золотая Орда. Все это Золотая Орда. И все игнорирует до сих пор. Поэтому история нашего народа, она очень-очень такая сложная. И вот когда я переводил эту книгу, я почувствовал, что в любом стихотворении белорусского поэта сидит глубочайшая печаль, глубочайшая гордость, глубочайшее стремление самосохранения своей идентичности. Я даже вот, по-моему, прочитал здесь предисловие этой книги и на русском языке я специально дал. Составителем этой книги являемся мы, Александр Николаевич и я. Я и переводчик к тому же. Я специально перевел свое предисловие на русский язык и дал. Я там оценку даю свое восприятие белорусской литературы, ибо белорусская литература – это душа белорусского народа. У нас очень интересные судьбы. Очень интересные судьбы. Поэтому взаимосвязи между литературами – это взаимосвязи между душами двух народов.